Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: что карты знают о вас. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад. Хотите добиться шансов любой ценой, возможностей. Хватайтесь, может быть, даже за несколько дел одновременно. Вы хотите вывести свою жизнь на новый уровень, изменить все. Кто-то выбрасывает старые вещи, меняет какие-то привычки. Человек вообще действие, активный очень. У вас даже сейчас может быть несколько каких-то проектов. Вы не хотите вообще отказываться от... Человек хочет отказаться от дурных зависимостей. Это касается даже людей. Вот вы привыкли к обществу, к чему-то определенно здесь, но вы хотите поменять все. Вы видите, что жизнь из-за этого как будто или хуже становится, или не меняется. Взвешивайте сейчас все. Хотите добиться, может быть, какого-то большего ресурса, больше заработков, лучшего финансового положения, увлекаетесь какими-то новыми проектами или изучаете что-то. Полное сосредоточение на своей деятельности, в принципе, на нескольких проектах одновременно. Успеваете все, стараетесь вот как-то распределять свое время, ресурсы там и так далее. Кто-то здесь вообще экономит в чем-то ради чего-то, копите деньги. Что касается чувств, эмоций, вот так вот подождут или мне не надо пока на сегодняшний день. Вы сейчас на самом деле больше углублены в чем-то важном. Это деньги, заработки. Хотите кем-то стать. Здесь красивый человек. Вы хотите добиться именно оправдания в своих глазах. Вот я вот стала таким-то человеком. Сейчас думаете скорее больше о чем-то важным с профессией. Здесь может на самом деле деятельность, профессия, вот это вот все в одном быть. Разочарование в людях есть, вы пошли сами дальше. Здесь люди как будто бы мешают вам, друзья, знакомые, отделились, возможно, обиделись на кого-то и так далее. Вы понимаете, что для вас только приносит это разочарование какое-то и останавливает ваше время или забирают ваше время. Здесь могут быть или пустые разговоры, также и какие-то интриги, обманы, фальшь и так далее. Вам кажутся все фальшивыми. Но не вашей среды, не по вашему вкусу, не по вашим критериям. У вас есть критерии важные. Это общаться в обществе ради получения важной информации, связанной с деятельностью, с делами. Вот тогда вам будет более интересно. Вы растете, потому что вам уже не интересна та публика, с которой вы общаетесь. Вы уже выбираете для себя что-то другое или других людей. Вы не хотите быть в прошлом. Вам оно не интересно уже. Здесь вот что-то отмирает из прошлого. Вам даже уже не интересен юмор сегодняшнего дня. Вам кажется это все банальным, простым, неинтересным. Здесь меняются вкусы у человека. Человек такой, который знает себе цену по звезде карта, да, и вы скорее вот как-то цените себя и цените свое общество, какое оно должно быть вокруг вас. Вот как-то отборно выбираете, даже с кем я общаюсь, что я ем, куда хожу и так далее. Пытаетесь себя сейчас оттачивать, учить чему-то. Что карты о вас знают? Может быть, они знают то, чего не знаете вы? Думайте сейчас о себе. Вы заслуживаете на самом деле каких-то лучших результатов. Сейчас находитесь в стадии, когда у вас на все открываются глаза. Вот как человек протрезвел или вытер очки. Вы стали лучше видеть и понимать вообще эту жизнь. И вы для себя выбираете на самом деле все самое лучшее. Это стало происходить из-за каких-то людей. Вот люди какие-то именно, так скажем, нездоровые, да, мышлением, или глупые, или какие-то
которые возятся в одном в чем-то, да, вот не дают вам развития. И вы понимаете, что на самом деле, да, что вот вы не вывезете, не выйдете куда-то благодаря таким людям, да, вам нужно и менять себя, менять стратегию какую-то, менять общество вокруг себя. Только тогда будет какое-то движение, победы, завоевания. Создадите что-то. Не верите никому, прячетесь. Вообще люди для вас, на самом деле, какие-то общества не настроены на вас хорошо. И я вам скажу, даже если вы будете меняться положительно, там что-то делать, заниматься спортом, например, да, вот какие-то именно вести здоровый образ жизни и так далее, вот поверьте, то общество, которое рядом сейчас находится с вами, особо поддерживать не будет именно внешне, да, может быть, ради лести что-то некоторые скажут, но навряд ли. Здесь вот как-то недовольны. Потому что эти люди обращают внимание на себя, что они этого не делают или не стремятся к чему-то, да, и начинают в какой-то степени завидовать. Общество на самом деле вас останавливает. Поэтому вы понимаете, что мне надо отсюда уже сваливать, уходить, убегать. Не хочу быть там. Мне неинтересно. Вот какие-то люди недоразвитые или недотягивающие, или вообще в этой жизни ничего не понимают. Вот так вот. Эти люди скорее такие еще, которые склонны к каким-то, вот знаете, болтаниям часами, не знаю, о чем вообще, обсуждении кого-то, да, здесь сплетни, пустые разговоры, и вы от этого уходите. Да. Здесь даже, вот знаете, как-то вы поймете, что ценно здесь вы со своими какими-то навыками. Будете что-то учить. Скоро вот, уже сейчас вы что-то учите, но скоро придут такие интересные к вам знания. Хочется, так сказать, в рекомендациях вы получите их. Что вы там смотрите? Ютубы, ТикТоки, да? Что вы смотрите? Вот там придет определенно то, что вам нужно, чтобы продвигаться в эту победу, да? Вот так вот. Вы стоять на месте не будете. Вы, кстати, с кем-то и поругаетесь еще. Даже вот знаете, из человека как вылезет что-то такое ядовитое, чего вы от него даже, может, и не ожидали. Или на самом деле, знаете, так посмотрите и скажете, ну, с тобой все в порядке, вот как-то так. Да, что это тебя настроило вот против меня вот так вот аж резко, да, или вот откуда столько яда? Вы отрежете данного человека, перестанете общаться, но это, по крайней мере, вам даст как знак понимания того, да, что вы на правильном пути. Вот то, что вылезет из человека. Здесь вот как, знаете, вот как подтолкнуть человека, сказать вам, высказать именно что-то такое неприятное. Но вы поймите, что значит я двигаюсь в правильном направлении. Поэтому я говорю, общество отодвигается именно то, которое не хочет развиваться, стоит на одном месте. Знаете, тут даже вот человека показывают, я вот счастлива. Даже одна, но я счастлива, я свободна. Я свободна в своих передвижениях и действиях. Вот здесь именно идет такой разговор с собой, но наконец-то, да, я осталась сама с собой, могу с собой поговорить, понять себя, что мне надо, что для меня положительно, что отрицательно. Вот как-то так. Вам даже и не нужно здесь общество, вот именно в плане общения, там, да, вот сейчас кого-то найти, подруг, друзей, да, вот вы как-то занимаетесь саморазвитием больше. И на самом деле здесь несет это для вас положительные вещи в вашу жизнь, положительные результаты. Здесь достижение желаемого результата. Здесь у кого-то, может быть, даже объявится человек такой, который будет очень сильно похож на вас. Или внешне, да, но скорее больше, наверное, внутренне, думаю. Потому что здесь взгляды односторонние, не односторонние, а именно такие же, как у вас, вот, похожие. Найдете своих именно единомышленников, которые думают так же, как вы, двигаются к чему-то. У вас идет рост, у вас идет и накопление какое-то.
То есть здесь все не впустую, работа проделанная не впустую. Будь то спорт, будь то правильная еда, может быть, да, правильное питание, будь то вот какие-то именно положительные для здоровья действия. Карты говорят о том, что вы очень такой светлый человек. И второе, вы примите точку такого обнуления. Это как трансформация. Один день меняет все. Вот как-то так. Или один час, или в один миг. Человек меняется. Меняется. Здесь такие стратегии разумные, быстрые, может быть, даже резкие, но мудрые. То есть человек все взвешал, все понял. И начал двигаться, что-то делать, действовать, не сидел, да, вот он подумал хорошо, взвесил, расписал, может быть, и стал действовать. Так, что еще карты знают о вас или видят у вас? Видят ваш прогресс, это из будущего. Видят ваше процветание, видят то чувство, когда хочется делать намного больше. И на самом деле здесь человек ментально растет, а когда он ментально растет, вокруг него все начинает процветать. Здесь показывают вас на более высоком уровне, высоком положении. Здесь у кого-то могут даже быть такие мотивы, как на переезд или на смену партнера. У кого-то вообще отказ от партнерств, отношений, да, каких-то вступать, может быть, в брак или в совместное проживание. У кого-то здесь решится жизнь именно, знаете, с помощью давления. Да. Знаете, вот толчок в вашей жизни будет именно неким таким через неприятную ситуацию. Здесь не будет сладко, да, что мягко как-то. Здесь будет это резко, внезапно. Может быть, даже, знаете, после данной ситуации вы не обидитесь. И это высокое чувство, это мудрость. Вы не обидитесь, вы рассмотрите это именно с положительной точки зрения для себя. Почему же так это все случилось? Тут идет через мужчину. Но тут, знаете, и есть доля такой закалки. Вот это как неприятно же заходить в ледяной душ, да? Но вот это как облиться ледяным душем, протрезветь немножко, да, вот как-то, открыть на что-то глаза вот так вот. И здесь за это будет дано вам лучшее и большее. Здесь можно и перетерпеть, выдержать, потерпеть, да, вот выдержать. Здесь открытие новых путей. Здесь положительные идут счастливые эмоции. Здесь, знаете, вот даже вот как-то вы начнете в какой-то степени что-то от кого-то скрывать, пытаться, может быть, секрет своего счастья или получения чего-то. Вы получаете какие-то положительные результаты, но вы ни с кем не хотите делиться. Пусть люди сами учатся. Я училась, и пусть они учатся. На самом деле здесь есть определенно, да, такие действия от вас, которые, может быть, для других будут непонятными. И даже чересчур ошеломительными, шоковыми, да, люди вот на самом деле будут кто-то у виска крутить, а кто-то именно смотреть на вас как на человека, какого-то гуру, умного человека, который вот взял, встал, отряхнул, поднялся, да, вот и пошел дальше, не побоялся чего-то. Здесь может быть даже наглядная ситуация случится прилюдно, когда именно вы поступите как-то. Здесь, смотрю, вот люди стоят и ждут вашей реакции. Как же вы поступите? Или ответите? Здесь есть такое еще чувство, что вы именно будете поступать с помощью высших сил, подсказок, да, не сама действуя, а вот именно
подталкивать, подсказывать будут свыше. Не от вас это будет идти, а от высших сил через вас. И вот когда вы будете, как бы вы не хотели эти знания свои скрывать, секреты, да, люди-то смотрят на вас, как вы поступаете. И на самом деле вы даете кому-то тоже пинок, кому-то урок, кому-то показываете, как себя в таких ситуациях вести. Именно красиво, мудро. Здесь новое начало в вашей жизни с другими людьми, с другим обществом, совершенно отличающимся от того предыдущего общества. Здесь поступление даже из-за этого всего, да, в вашу жизнь финансовых средств, причем не маленьких средств, а я бы еще даже сказала, да, это в совокупности, может и маленькие, но в совокупности это большие результаты. Понемногу, но здесь с перспективой роста этих денег. В целом, если взять, да, это большие деньги, не маленькие. Может даже, да, здесь идти речь о том, что поступает стабильно какая-то сумма, но здесь о стабильности идет речь. Вы увидите на самом деле больше, чем вам казалось. Вы вот даже, вот знаете, как собирались только, например, заниматься только спортом, да, вот увлечены стали спортом, а у вас глаза откроются еще на что-то. Например, что можно создать из этого, да, целый какой-то проект, или вести видео, блог, может быть, да, какой-то, или создавать, может быть, какой-то продукт. Ну, куда-то шире вы пойдете. Вы однозначно на месте стоять точно не будете. И у вас, знаете, даже вот такая предприимчивость растет, деятельность развивается, вам не захочется останавливаться. Возможно, даже здесь привлечение каких-то инвесторов или людей, которые будут именно взаимодействовать с вами по вашей какой-то цели, по вашему проекту. Так, вот как лекало какое-то, да, у вас есть, и вам начинают помогать. Здесь человек добивается всего. Добивается даже, ну, признания, уважения, это точно. Здесь похвалят. А второе, да, вот вы хотели добиться много целей в жизни, вот вы одновременно их получите. В один момент, да, это даже может быть в течение месяца, вы начинаете по пальцам перебирать, прям вы сделали то для себя, получили это, сменили то-то, да, вы сами увидите такие результаты, которые люди многие добиваются годами, а у вас получается одновременно, да, в один час или за один месяц, я говорю, что сделать очень много каких-то больших, крупных решений, шагов там и так далее, да, здесь рост. И здесь все одним не закончится. Я говорю то, что здесь вы постоянно будете все больше и больше стараться. Возможно, даже, вы знаете, как мотивация. Получила какую-то сумму, да, увидела, что что-то или продала, или сделала, там, может быть, это услуги какие-то. И вам это понравится, да, войдете во вкус, как говорят. Начнете вот именно продолжать, но и вот не просто продолжать, да, а вот может и расширяться. Здесь очень много вижу каких-то действий. Здесь не просто какие-то попытки даже, да, вот именно действия. Вы четко знаете уже, видите, прогнозируете, куда вы идете и что конкретно из этого все принесет. Вы как чувствуете, например, какие проекты будут точно выгодными, востребованными и так далее. Здесь на самом деле у вас появляются и разные помощники, инструменты в виде людей, в виде на самом деле может и инструментов. Да, чемоданчик с инструментами. У кого-то здесь может быть появление даже каких-то связей. Вот так вот. Здесь человек, который достигает все с помощью силы мысли. Вот куда направлены ваши мысли и в каком ключе.
Да, вот так оно происходит. Здесь именно человек заряжен. Вот как батарейка на 100%. Здесь очень много будет у вас дано энергии, сил на это. И здесь вы на самом деле будете вот как-то довольствоваться тем, что вы получаете. И здесь будут конкуренты, здесь будут люди, которые будут вот как-то на самом деле и завидовать, и встревать, и вот пытаться вот как-то у вас чему-то научиться. Притом здесь, опять говорю, кто будет встревать и пытаться у вас учиться, это будут конкуренты. Оно так всегда, где есть успех, туда смотрят другие, да, кто хочет такого же результата. И в любом случае возникают конкуренты. Может быть, даже, я бы сказала, по карте МАГ, да, это может быть направление или деятельность какая-то узконаправленная, специализированная там и так далее. Может быть, это не создание целого стула, да, а конкретно его ножек. Или это может быть что угодно. Не только стул, да, это может быть что угодно. Часы, ремешки, там, да что угодно. Ручки для дверей и так далее. Но здесь однозначно вы будете успевать сразу делать, может, и несколько деятельностей вообще разных. Да, здесь ножки стульев, а там психология, а там еще что-то. То есть какая-то такая вот у вас охота именно, да? Мне охота это делать, мне хочется это делать. У меня есть на то сила, энергия, и вот пока сейчас мне это дано, я буду пользоваться этой силой, этими энергиями и делать. У человека растут крылья за спиной. Человек чувствует такое, знаете, возвышение себя, что его возвышают или ценят окружающие. Также вы можете, в принципе, да, быть кем-то ославлены или о вас где-то замолвят, заговорят. То есть это может быть даже на телевидении и так далее. Человек может стать здесь и популярным или известным. Ваш ресторан или ваше кафе или ваша деятельность, услуги там и так далее. Так, смотрим дальше. Что еще карты знают о вас? Что знают, что видят. То, что сейчас не вмоготу, будет потом легче. Легче такие процессы проходить. Вы знаете, вот мы все чему-то учимся, да? У нас не бывает, что мы сразу что-то начинаем делать новое для нас, и оно идеально получается. Да? Здесь вот, я еще скажу, первый блин всегда комом. Второй, да, более-менее. А вот дальше пошло-поехало уже лучше. То есть человек оттачивает свои навыки. У человека здесь, да, какое-то на самом деле улучшение. Но здесь я вижу, что вы проектируете, делаете все вот как-то сама. Без помощи кого-то. Вы даже, знаете, тут человека показывают, вот ему даже предложи помощь, он не-не-не, я сам донесу, иначе вы рассыпете, разобьете, да, вот так вот. Именно вы не хотите никому давать, может быть, бразды правления, да, в чьи-то еще дополнительные руки, притом даже, может, и искренне хотят помочь, вы знаете четко, что вы это сделаете лаконично, лучше, отчетливее, да, вот как-то вы уверены в своих силах, что вы это донесете. Вам никто, на самом деле, неплохо бы было, но вот как-то спасибо, я сама справлюсь. Как-то так. Притом, знаете, вот на самом деле у вас такая деятельность или, да, чем вы занимаетесь по жизни, вообще постоянно, когда у вас что-то получается, начинают люди влазить. Но вот то самое чувство вы скорее чувствуете, да, что лучше я сделаю сама. Что потом кто-то чего-то у вас там не просил, не говорил, что вот я тебе помогла, помог и так далее. Да, вот помнишь, чтобы вы никому не были должны.
Вот поэтому вы еще можете думать об этом так, что спасибо не надо. Да, вы здесь сама от себя зависите. И вот то положение, которое вы себе выстроите, устроите, именно хорошее положение, да, вы будете благодарны себе. И должны будете себе сама, а не кому-то. Может быть, даже в этом есть на самом деле и смысл делать самостоятельно все, не прося ни у кого помощи, не надеясь на кого-то. Вот сама иду к своей цели, да, и все, и не надо мне сюда. Что еще? Карта у вас здесь видит именно людей, которые от вас не на шаг, да, вот они хотят идти за вами и зависимы от вас в чем-то, в чувствах, может быть, даже. Здесь есть определенно какой-то человек, который не хочет, чтобы его бросали. То есть человек может даже, вы знаете, как надеяться на ваши вот крылышки, да, что вот они его охраняют, или вы прикроете в нужный момент, защитите в чем-то или поможете. Тут кто-то есть, кто может, в принципе, чувствовать без вас себя каким-то бездарным, ненужным, вот что если вы уйдете, да, вот как будто бы пропадет интерес к жизни, или, да, что-то начнет рушиться, разрушаться, не получится. У кого-то есть даже из-за вас стресс, потерять вас, упустить вас. У кого-то зависимые отношения и чувства, что я себе больше, кроме вас, кроме, да, чувств вот этих с вами, такую не найду. Держит вас на коротком поводке, может быть, человек, или пытается вот как-то взаимодействовать с вами в положительном ключе, исправить какие-то свои ошибки, потому что боится вас потерять. Здесь любви. Я вижу, что отношения как будто бы не имеют вообще смысла продолжать. Ну, это с вашей точки зрения. Вы как-то, вы знаете, будете больше скорее сконцентрированы на своем деле, делах и так далее. Вам это будет важнее. Здесь есть такое что-то, что уже не исправить. И то, что у вас отлегло уже, да, ушло, может быть, от вас, но все же осадочек остался. То есть вы чего-то не простите, не отпустите неприятного, да, оно вот есть и все, знай. И вы поэтому вот как-то можете спокойно отпустить какие-то отношения. Если это зависимые отношения, вот вы их или постепенно, ну, а может и резко по башне, да, разрушите, отпустите, не хотите вы. Здесь идет наслаждение своей жизнью, собой, своими заработками, своим каким-то весом в обществе. Знаете, здесь кто-то, кто откажется именно от какого-то токсичного человека, это полюбовно, да, в плане, в сфере отношений, любви, здесь вот как будто бы лучше заживет, больше получит для себя. Вас могут тяготить или мешать продвигаться вам какие-то токсичные отношения. Здесь пока временно может быть какая-то зависимость, да, вы не можете бросить. Пока нужно, может быть, что-то выждать вам, подождать. Вы вот сами это понимаете, что мне нужно еще подождать или поднабраться сил, подкопить ресурсов. А вот когда я буду независима, да, я возьму и уйду. Или разрушу. Так вот, у кого-то даже, вот, знаете, есть переживания об этом. В виде переживаний. Я не скажу, что здесь вот как-то все гладко сейчас, да, вот вы как-то все равно об этом переживаете. Но, с одной стороны, вы не хотите то, что, да, вот именно каких-то чувств. Вы не верите в них. Вы, может быть, были обмануты данным человеком, вы ему как-то не доверяете. Сейчас вот вы ожидаете нужного момента, может быть, чтобы уйти. Может быть, кто-то чего-то на самом деле копит, чтобы потом в один день уйти.
что карты знают о вас? Но одна вы здесь точно не будете. Здесь, знаете, вам может только казаться, что у меня там такой-то характер, или у меня высокие запросы, стандарты там и так далее, да, что я навряд ли кого-то себе найду. Да нет, здесь именно показывают наоборот, что у вас будет человек. По вашим вот именно... По вашей характеристике... Моложе вас по возрасту. Моложе, и, знаете, вот вы можете думать, что он молодой и неопытный, или что вообще молодые и неопытные. А нет, у человека вот есть какой-то опыт за плечами, и человек далеко не дурак. Вам только кажется, вы себе что-то накручиваете, а вообще я бы сказала, что касается чувств, вообще любви, останетесь вы одна или чего-то, вообще об этом не думайте. Да, вот займите себя чем-то. Вот есть проекты у вас, вот их делайте. Оно, знаете, что касается любви, оно все само будет. Оно вот само вот как-то даже здесь не надо нигде, может, даже, знаете, вот специально чего-то искусственно делать. Ваше будет с вами. Это точно. А второе, вы больше заморачиваетесь по этому поводу. Это вот наоборот может вот тормозить какую-то, да, и деятельность, и какие-то вот ваши планы. Вы на кого-то обижены. И вот эта обида тоже может тормозить что-то. Или приход нового человека и так далее. Кто-то здесь находится в отношениях, но, вот знаете, думает о том, чтобы появились новые отношения. Но они не появятся, пока вы не уйдете от тех отношений. Пока вы не освободитесь. А во время освобождения именно занимайтесь деятельностью. Делами своими денежными. Для вас это важнее. Составлять какой-то именно фундамент свой. Он заключается в деньгах, в заработках, в делах. Здесь, кстати, знаете, такое чувство, что вы здесь как-то будете привлекать таких людей в свою жизнь, которые вот... Это могут быть или инвесторы, или помощники. Так, карты знают о вас. Ну, о вашей какой-то, на самом деле, победе, популярности, о вашем процветании. Вот что карты о вас знают. Да, и вы вот скорее даже вот сейчас не можете себе представить, что ваша жизнь именно сложится каким-то определенным волшебным таким образом, да, по-другому как-то и красивее. Вы сейчас пока не отдаете отчет, потому что вы о ком-то думаете, грузитесь. А вам не о ком-то надо думать. Вот вы хотите, да, в чем-то продвинуться реально в жизни. Вот об этом думайте лучше. Здесь показывают, как будто даже цветы дарят. У меня чувство идет о популярности здесь больше, известности вашей. Да, здесь вот как преклоняются перед вами, дарят цветы. Это цветы не от чувств любви, я в тебя влюблен, а здесь от признания вашей деятельности цветы. Обратите внимание, говорю, то, что не на чувства, что вы там останетесь одна или чего-то, а вот именно то, кем я хочу стать. Хочу певицей, пойте. Да, вот как-то так. Туда двигайтесь. Нет мечты, родите эту мечту, возродите ее. Хорошо подумайте, в чем ваша мечта? В деятельности, да, в чем она проявляется, ваша мечта? В какой деятельности, если это деятельность? Книги писать, танцевать, петь и так далее. И здесь будет. Но в чем вы сильны?
Что еще карты знают о вас? Вас и сейчас кто-то любит. Вы нравитесь. То есть вы скорее, да, с каждым днем все лучше и лучше, хорошеете. Карты знают о вас. Да, в вас влюблен мужчина здесь. Но это какой-то иностранец. Мужчина-иностранец. Вы сейчас думаете, гадаете, кто это? Или пытаетесь понять, где? Может быть, в какой социальной сети? Или кто это может быть? Но не думайте об этом. Вообще не думайте, зря сказала вам. Просто думайте о деятельности. О деятельности, о делах. Он сам придет. Кто нужен вам? У вас мужчина будет скорее вот как по вашему запросу. Вы сами даже, когда начнете общаться с человеком, да, вы вспомните, возможно, даже мои слова. Мужчина будет по вашим запросам, вот как вы хотели. Да, вот именно подходящий вам. У каждого же они свои, да, какие-то запросы в голове, какой должен по их представлению быть мужчина. А вот именно по вашим запросам. Даже запросы ваши, да, вот будут какими-то по сравнению с тем, что вы думали, и еще лучше. Что карты видят? Перемены на другом берегу. Другая страна, другая земля, другой город. Перемены идут там. Там. И эти перемены как-то связаны. У меня слово идет магазин. Магазин. Торговый центр, да, или что это? Магазин. Или они начнутся именно в каком-то магазине, эти перемены. Вот прям оттуда начнется. Может быть, новость придет, пока вы будете в магазине какая-то. Да, здесь не просто перемены, здесь скорее даже эти перемены связаны с дорогой, переездами, какими-то движениями, перелеты, да, там что еще может быть, поездки. Вы резко сядете за руль, да, или в машину и поедете, или в автобус. Так, что еще карты знают о вас? Новая жизнь. Новая жизнь у вас начинается. Здесь, знаете, вот в какой-то степени есть такая непонятность, но с другой стороны внутреннее состояние положительное, что все будет отлично, или я точно знаю, что вот будет хорошо. Но просто как? Да это будет? Хочу бы видеть. Вот так вот будете думать. Думать, гадать. Что еще карты видят у вас? То, что вас сейчас обманывает какая-то женщина, не хочет какого-то вашего восстановления, продвижения вперед. Знаете, вот как-то пугает вас чем-то. А вот завтра комета упадет на Землю. Ну, например, да, тут именно человек может вас затягивать именно в какие-то свои страхи. Вот сам он этого боится и вас туда же тащит. А бойся, бойся вот этого. Знаете, как страшко. Да, здесь человек вас погружает, а вы слушаете, или вы, знаете, на самом деле представляете какую-то картинку, и вас тоже это пугает. Здесь кто-то может вас просто страшить какими-то плохими новостями, да, или каким-то вот страшным будущим, что вот будет вот так как-то определенно, но не иначе, не положительно. Все, да, выхода нету, вот так вот. Сиди дома. Ничего не делай.
Вам нужно мыслить шире, не слушать людей, да, слушать разные мнения, слушать, может быть, разную информацию. Здесь нельзя сосредотачиваться сразу же, вот вам сказали, и все, и зависло на целый день, и думайте об этом. Просто разбавьте свои мысли чем-то положительным. После каких-то негативных новостей, людей там, и так далее, разбавляйте это с чем-то положительным. На вас это очень сильно влияет, на ваши действия. Не уходите в себя вот куда-то туда, да, кто-то вам что-то навеял, да, а вы вот все, вся погрязли в том опять. Да, вы очень такой человек, близко воспринимаете к сердцу. И серьезно так, знаете, вот как верите, но на самом деле здесь нужно немножко разбавлять мысли чем-то на самом деле положительным. Потому что вы вот если влезете в депрессию, да, то это надолго затягивается у вас. Вы начинаете вот как-то даже усугублять ситуацию. Даже, я бы сказала, защищаться надо от таких людей или ограничивать себя в общении с такими людьми, если они несут в себе какие-то негативные новости, да, вот будет так, сяк и так далее, или что произойдет что-то, или вот так нельзя, или вот смотрите как, чего. Да вообще тогда жить нельзя, знаете, если уж так. То есть ограничивайте себя от негативной ауры вот этой вот. Здесь показывают именно карты вашу внутреннюю силу, но вы иногда, бывает, на самом деле по чьим-то влиянием как будто бы ее теряете, ослабляете, потому что вы очень, знаете, тут речь идет о человеке, который больше вот впитает в себя что-то негативное, да, и долго это несет, а потом это проецируется на его жизни. Но у вас есть сила вот такая вот отодвинуть вот это и сказать нет, нет, давайте сегодня вот без негатива, пожалуйста. Да, все, вот как-то рационально, спокойно, вежливо. У вас есть сила даже вот побороть какие-то свои страхи. Пусть это и страхи не только от кого-то, но и лично свои какие-то страхи. Ради достижения чего-то лучшего. Вы видите насквозь обманщиков, да, лжецов, мошенников. Или можете отличить, где обманывают и где правду говорят. Хочется сказать, да, вот такие люди еще бывают у вас, не бывают, а есть в вашем обществе, которые с больной головы на здоровую. Я говорю то, что человек сам в страхе, а, понимаете, еще пытается привить кому-то страх. Не потому, что он что-то кому-то плохого желает, да, вот он рассказывает, знай себе, и рассказывает, не думая головой, да, что кто-то может вообще пойти и как-то воспринять эту информацию и использовать ее, наоборот, хуже для себя, там, или что-то случится, может, с человеком. Вот он несет это все. И у человека или у людей, да, у других, вот каждый по-разному воспринимает. И вот как будто бы расширяет это. А вам нужно же как раз-таки ограничиваться, вот ограничиваться. Смотреть вперед, смотреть более позитивно на эту жизнь. И здесь на самом деле есть какие-то задатки, есть какие-то перспективы у вас, есть что-то более лучшее в жизни, да, вот просто вы не видите под тенью того, да, что кто-то вас накрывает каким-то негативом, и все. Притом, знаете, здесь еще люди, которые, бывают, врут и вот напрягают вас. Здесь вот человека показывают, который будет вот как-то, знаете, отсеивать каких-то сначала конфликтных, а второй негативных. Что карты еще видят у вас? Или вокруг вас? Вам кто-то сейчас, я говорю, что, во-первых, негатив это да, а второе здесь, знаете, пытается вот как-то завуалировать здесь о
своем хочу идет речь. Вот хочу эту женщину. И вот он как-то пытается, вот знаете, делает все для себя. Вот он хочет вас, этот человек, но он не для вас старается и не вас любит, он себя любит. Он хочет чем-то воспользоваться. И вот он как-то пытается на что-то закрыть вам глаза, чтобы вы не поняли, не заметили. На самом деле все идет о его благе, о его хочу. Вот что он хочет с вами. Добиться вас. Здесь есть человек, да, который очень много сейчас думает о вас, воображает вас именно в каких-то своих картинках, и вот как он хочет, чтобы вы поступали. Такое чувство даже может как-то вот манипулируя именно вас корректировать. Вот, например, ой, мне не нравятся блондинки, да, вот как-то так. А вы раз пошли там перекрасились с блондинки там на другой цвет. И вот какие-то такие действия тонкие. Или, ой, вот вообще ненавижу женщин в очках или женщин там в кроссовках. И вот вы пытаетесь как-то, сами того не понимая, вот подстраиваться. И сами понимать, что да, правда, вот в очках некрасиво, в том-то некрасиво. У человека чувство даже, знаете, вот понимание, что получается у него воздействовать на вас, и вы на самом деле слушаете его. Но здесь вот такая, знаете, тонкая манипуляция, вы сами даже того понять не можете. Может это и не только быть во внешне что-то, но и касаемо ваших действий. Да, ненавижу, когда женщины говорят так, и вы перестаете так говорить, говорите иначе. И у него есть какие-то о вас фантазии, у него есть даже вот чувство как-то сломить, может быть, да, ваш какой-то определенный стержень, подмять вас под себя, да, чтобы вы именно были под его владением и слушались его, да, вот как-то так тонко, как игла под кожу, вот так вот. Человек хочет быть счастливым, он считает, что если он будет с вами, он будет счастлив, и он понимает, что здесь без манипуляций не обойдешься, да, с вами вы умная женщина, и вот с вами нужно вот как-то тонко действовать. И человек даже когда пытается от вас чего-то добиться, он сам ходит как по тонкому льду, да, боится, что вы чего-то там заметите, да, что вот он как-то манипулирует. Он видит, вы успешная, да, вам в чем-то везет. Он не хочет вас упускать из виду. Также человек сам надеется на какой-то успех. И благодаря тому, что если он будет с вами, как он считает, да, что он будет тоже в чем-то продвигаться, успешен, да, чего-то в этой жизни добьется. Но между вами какие-то были конфликты. И я чувствую, что вот вы, с одной стороны, есть что-то такое, что да, к человеку тянет, но второе, вы понимаете, да, что меня не устраивает очень много чего в этом человеке. Я с этим не согласна. Но вот как-то где-то пытаетесь на что-то закрывать глаза. Сами понимая, что я специально на что-то закрываю глаза, а мне не нужно. А вам и не нужно специально на что-то закрывать глаза. Вот если чувствуете очень много каких-то минусовых качеств данного человека и понимаете, что это не для вас, ну не идите туда. Вы же сами себя, да, можете именно на самом деле ввести в какие-то такие зависимые отношения, где потом будет больно, где потом будете вы страдать. Идите туда, где вам дается. Дается легко, свободно, и где вы чувствуете себя положительно. Никто на вас не давит, или никто вас ни в чем не ущербляет. Что карты видят? А здесь у кого бумажные дела, какая-то волокита, да, здесь все будет решено с помощью подплаты денег. Здесь нужно доплатить, заплатить будет что-то. Но только тогда вы получите должный результат, нужный для вас результат. Да, здесь вот, или может быть нанять кого-то, да, нанять адвоката, нанять там юриста, человека, который разбирается в этих документах. Для вас это сокращение вашего времени волокиты, да, для вас это более удобный результат, нежели вы будете
вернее, неудобный результат, для вас это более выгоднее, нежели вы будете сами это делать. Вот вы тем самым сэкономите время и деньги, даже заплатив. А не заплатив, например, да, вы будете сама в этом разбираться, но вы потеряете и время, и больше даже средств, понимаете? Что карты видят? Ну, мужчину какого-то сомнительного. Он сомневается. Он на выборе сейчас находится. Его жизнь вот как на волоске висит каком-то. Или получится с вами договориться, да, или не получится. Вот он не знает. У него страхи есть. Страхи остаться ни с чем. Или страхи что-то потерять. Может быть, даже деньги потерять. Хитрит как-то с вами, юлит, вот и лицемерит вам. Поверьте, здесь вот точно, если человек чересчур о вас там как-то стал резко, внезапно заботиться, или вот, знаете, чуть ли не выстилывать перед вами красные дорожки там, да, или сдувать пылинки, то здесь вот скрывается какая-то ложь. Ложь ради своей выгоды, чтобы ему, да, чего-то там где-то не потерять. Вы единственная надежда, которая может помочь ему в чем-то. Человек чувствует, испытывает какой-то денежный кризис, а вы можете в этом помочь. Да, выручить его в чем-то, или же, да, именно дать ему какую-то большую сумму денежную. Тут есть выгоды какие-то. Человек от вас ищет выгоды. И то, что он как-то хорохорится перед вами или пытается сделать вам что-то, давай я тебе помогу, да, так далее. Человек здесь преследует свои цели ради выгоды для себя. Ждет, выжидает. Вот такой вот хитрый жук. Вам здесь нужно тоже, опять-таки, остерегаться данного человека, скорее прятать какие-то деньги от него или ресурсы, заработки, или не показывать то, сколько вы зарабатываете, получаете, что имеете. Вот человек на самом деле здесь целится на ваши финансовые средства, на ваше материальное что-то, может, на квартиру или еще на что-то. Притом, да, у человека надежда, что вы вот как-то будете помогать финансово. Что карты видят у вас? Отказ от зависимых вообще отношений. Будь то подруга, будь то, да, вот мужчина. Скорее больше здесь у кого-то проиграется мужчина. Отказ. Отсечение, вот это точно. Здесь, знаете, ради сохранения себя вообще в целом, чтобы жива осталась, да, и невредима. Ограничите даже доступ к каким-то деньгам, финансам, ресурсам, помощи какой-то и так далее. Уйдете от данного человека. Рано или поздно здесь, если токсичные и зависимые отношения, они закончатся. Вы здесь прервете. Пойдете в работу, в деятельность, в дела, будете зарабатывать. Здесь, кстати, идет правильный энергообмен. Это, знаете, вот вы чего-то будете получать, и вы же будете с кем-то чем-то делиться. В плане здесь помощь может быть бедным людям, да, беспомощным и так далее, кто нуждается, нуждающимся. То есть здесь такое вот идет, и может проявление быть даже вот этого энергообмена ради получения чего-то, может искусственно даже, да, вот я сейчас помогу, а мне что-то будет. Вот помните одно, что когда мы делаем это искусственно, оно не получится так. Здесь именно от сердца. Но у кого-то и от сердца идет. Тут идет сам этот энергообмен, он работает, да. Но помните, что нужно действовать от сердца. Хотя здесь есть у женщины чересчур сердце, которое, вот знаете, из этого сердца-то и пострадала. Была добра, хороша, в чем-то даже пыталась уступать, отдавать последнее, да, или вот то, что всем жалко, да, вот она вот как-то пыталась тоже кого-то порадовать этим, но вот
получила потом. Но это был урок. Это был урок. Здесь даже, знаете, вот может идти речь не просто, да, помощь там, а здесь об энергообмене в плане того, что вот вы что-то покупаете, но вы уже платите налог. Да, или человек заплатил налоги, спит спокойно. То есть от вас ничего не убудет. Вам только прибудет больше. Даже вот когда вы покупаете что-то, говорите всегда «оплачено» или «благодарю». Да, такое слово. Это вот правильный энергообмен. Карточкой платите, деньгами платите, кто сдачу оставляет. Всегда говорите или «оплачено», или «благодарю», а можно и вместе «оплачено», «благодарю». Вот так вот. Вам еще больше прибудет. Это тот же самый ритуал, чем-то даже почти похожий, вот как на сжигание чеков. Сжигание чеков – это очень хороший ритуал. Работающий ритуал. В определенные дни, когда мы за месяц собираем чеки, в определенные дни мы сжигаем чеки. Эти деньги возвращаются, причем в приумноженном количестве. Вот так вот. Вас ревнуют даже сейчас, понимаете? А вы думаете, что вы одна и никому не нужна. Вас даже ревнуют. Не хотят вас отпускать. Кто-то не хочет отпускать, вот, да, если кто находится в отношениях, мужчина вас не может отпустить. Ревнует. Вы совершаете какие-то такие сейчас еще действия, это связанные с практиками, возможно, которые на самом деле помогают вам как-то жить. Смотрите, может быть, какие-то расклады, да, или вот что-то, на что-то такое мистическое, эзотерическое или волшебное, да, вот именно помогает это вам как-то двигаться, подсказки получаете для себя, какие-то инсайты. Вам, кстати, вот кому-то, да, или прилетит птица, или постучит в окно, какие-то известия идут. Известия могут быть разные, да, в том числе и негативного характера, но эти негативные по миру, да, они вот как-то обратятся в позитивные. Вот так вот. У вас, кстати, вещи, сны могут приходить. Кто-то стал высыпаться или не снились сны, в последнее время стали сниться сны. Вот тот магнезиум, который я вчера вам показывала, ну, написали, что в России нету такого магнезиума, или искала, не нашла. Найдите тогда, да, именно с таким, как сказать, с такими ингредиентами, которые там вот написаны на коробочке. Найдите такой же, может и другой, но посмотрите рецензии. Плюс, да, проконсультируйтесь с врачом, если, да, у вас как-то не все можно принимать, проконсультируйтесь, можно ли вам его принимать или нужно ли вообще. Вот, но именно тот магнезиум, который я вчера показывала, это просто те, кто, да, не может уснуть ночью. Вот я конкретно не могу уснуть ночью. Плюс еще, когда я получаю информацию извне, это ночью хоть записывай, сиди. Видео нон-стоп, да, или в тетрадку куда-то. Но вот тут именно, когда я выпью таблетку, капсулу, их там 90 идет в баночке, так у меня сразу бац, и все, сон. Сон. Я уже не ворочаюсь, ничего, я раз и уснула. И притом, да, стали приходить вот какие-то уже инсайты, но во сне, сны снится. Восстанавливает энергию магнезиум. И он очень такой сильный, работающий, действенный. Именно вот той фирмы, с той синей крышечкой, которую я вчера показывала. Вообще, я вам скажу, продукция этой фирмы очень такая качественная. Это швейцарские. Так, смотрим дальше. Вот смотрите, что карты видят у вас. Здесь появление каких-то людей, которые с вами не за добро, да, вот именно или завидуют, или отрицают что-то. Вообще не уверенные в себе какие-то люди, но будут с вами вот как-то выяснять отношения, ссориться. Пытаться вас выводить на эмоции, злить, возможно, даже, да, провоцировать. Но вам нужно именно давать здесь заднюю. Переть вот только за своим, если вам оно надо, да, за чем-то своим.
Хотя здесь доказывать этим людям что-то бесполезно, как будто бы. У людей, вот знай, это как зомбированные люди, да, определенно. Знай, вот есть какая-то своя правда, и кроме этой правды больше никто не говорит ее. Или говорит, то говорят все остальные неправду. А вам же бесполезно будет с ними о чем-то отстаивать, бороться. Поэтому просто уходите. Уходите, опять-таки, да, куда-то, что касается именно ваших перспектив, ваших выгод, вашего положительного состояния. Не вступайте с ними в конфликт. Как будто бы конфликт может даже вот превратиться из мухи в слона потом, да, в какие-то проблемы. Вы им не докажете ничего. Это бесполезно, как об стену головой стучать. Это вот, знаете, такое баранье мышление. Что-то не доказывай, оно не будет как-то положительно для вас и для них тоже. Вот это все вот как будто бы перерастает во что-то отрицательное. Это люди из прошлого могут быть, да, или люди, которых вы очень хорошо знаете, но опять-таки из прошлого. Но потом вот, если вы начнете конфликтовать, на самом деле здесь ситуация, во-первых, вы здесь как будто бы можете и проиграть в этих конфликтах, да. Второе, как будто бы данная ситуация еще разойдется куда-то, или разговор о том, как вы вступали в конфликт, разойдется куда-то, расширится, да, вот как сплетня, и будет перевернуто, обсуждению подлежать. Имейте в виду. Да, от глупых что можно ожидать? Только перевернутой информации. Уходить, да. Здесь показывают четко. Хотите сохранить свою энергию, силы, хотите восстановить свой баланс, вот уходите вообще от этих людей, прячьтесь. Не надо оно вам. Просто игнорируйте. Самое лучшее. Вам нужно здесь даже не то, что думать, тогда перемены, да, тогда все идет, получается, тогда в гору. Когда вы там заостряете внимание, ну, оно так и есть, в принципе, со стороны психологии там, и так далее, да, оно так и есть. Отпускайте негатив. Простите их, пожелайте им всего самого наилучшего, идите дальше. Может быть, даже, да, вот вообще не разговаривать, не общаться. Что карты видят? Здесь какой-то мужчина хочет разобраться по чувствам, по любви. Опять незрелый человек. Я не скажу, что глупый, да, он может быть моложе. Он хочет ситуацию вообще привести в не нашим, не вашим, да, в такую некую норму. Пополам, 50 на 50. Уравновесить как-то эти весы. Вот он не хочет, может быть, даже иметь вас в глазах врага. Здесь могла быть какая-то ситуация такая непонятная. И вот он сейчас думает, что вы на него в чем-то злитесь, что вы, вот знаете, можете что-то сделать ему. Но он хочет эту ситуацию выровнять так, чтобы за собой не оставлять потом и не думать, кто мне воткнул меч в спину. Да, вот в таком состоянии он за что-то может боится или боится за будущее свое. Если вы злитесь, да, то вы можете причинить какой-то ущерб, а потом думай, откуда он прилетел. Поэтому здесь человек хочет скорее восстановить именно такую ровную между вами полосу, да, чтобы вы на него не злились. Он не хочет иметь врагов. И это не только вы, да, в целом, да, закрывать какие-то гештальты. Показывает положение такое, как будто бы вам, но я не вижу, что, да, вы сдержите как-то зло. Нет, скорее человек, да, объявится, но здесь будет принято какое-то решение. Это раз. Второе, я вижу ваше мудрое такое состояние, оно вам и не надо, да, у вас есть какие-то свои дела, оно вам и не надо, вы об этом, может, даже и не думаете, ну, человек накручивает, окей. Здесь показывают, что вы все же добьетесь какого-то положительного результата через какие-то положительные новости.
Грядут новости, связанные, может быть, с вашим повышением, да, или улучшением качества жизни. Здесь, кстати, у кого-то именно порадуют вас дети в выигрыше в чем-то, в победе в чем-то, да, или, может быть, дети чему-то научились. Это могут быть какие-то навыки или достижения в чем-то, в спорте, в учебе, в делах или в их деятельности. Может быть, дети занимаются тоже чем-то, какой-то деятельностью, и здесь есть какие-то успехи. Имеет место быть. Здесь разрулите ситуацию с этим мужчиной. Не просто, но разрулите. А может, вообще пошлете просто. Скажете, да иди ты вообще, мне ты не интересен, да? Вот как-то так. У кого-то здесь закончатся какие-то отношения. Закончатся и все. Вы освободитесь от каких-то отношений. Причем вздохнете. Свободно задышите грудью. Это любовные отношения. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.